Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вал акибату лил-муттакин. Ва ла удвана илля аля-залимин. Ва саллаллаху та'аля ва саллама аля сайидина ва набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Порой у нас бывает, ослабевает иман в сердцах. И временами его нужно обновлять и укреплять. И насчет этого есть хадис пророка, алейхиссалату вассалам. Пророк говорит в своем хадисе: иман как бы изнашивается в ваших сердцах, как изнашивается ваша одежда. Его надо обновлять. Одним из столпов имана является вера в посланников Создателя. Каждый мусульманин должен верить, что посланники — это самые почетные и любимые рабы Аллаха, которых Он избрал из всего человечества, ниспослал им откровение и послал их к народам, чтобы призывать их к истинной религии Творца. Первым из них является Адам, мир ему, а последним — Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был послан ко всему человечеству. Его посланничество будет иметь силу и сохраниться до конца света. Он является последним пророком и посланником, да благословит его Аллах и приветствует, завершающим звеном цепочки пророков. И если мы посмотрим книги, что нам помогает укрепить связь с Аллахом и в общем укрепить наш иман. Первое, то, что укрепляет нашу связь с Всевышним Аллахом и укрепляет иман, это совершать своевременно намаз. Намаз — это основа религии. В хадисах сказано: намаз — это опора религии. Рухнет религия того, кто оставит намаз. Знайте, что самым лучшим из ваших деяний является намаз. Важнейшим делом в исламе и его опорой является намаз. Совершать намаз таким образом, с хузуром, то есть думая, размышляя о том, что ты читаешь на намазе, и размышляя о том, что ты стоишь перед Всевышним Аллахом, и ты разговариваешь со Всевышним Аллахом. Вот таким образом. И стараться читать фатиху и ташахуд правильно, без ошибок, и размышляя над этим. Вот таким образом совершать своевременный намаз, это очень помогает укреплять связь с Всевышним Аллахом и укреплять иман. Второе — это изучать, если не знаешь. Если знаешь читать Коран, речь Всевышнего Аллаха, тоже размышляя о его аятах и о чудесах Корана. Вот в наши дни, если даже человек, который может понять смыслы и знает арабский язык, и знает перевод, вот он может смотреть на толкование Корана, тафсиры. А тот, кто не знает, вот не может переводить арабский текст и не понимает смысла, вот ему в наше время, альхамдулиллах, есть множество литературы в исламских магазинах о чудесах Корана. Можно приобрести эту литературу и размышлять над этим. Третье — это следовать сунне пророка, алейхиссалату вассалам, во всех действиях и в разговорах, во всех ситуациях следовать сунне пророка, алейхиссалату вассалам. Четвертое — это изучать имена и атрибуты Всевышнего Аллаха и обращаться к Аллаху атрибутами и именами Всевышнего Аллаха. Вот, например, Я Рахман, Я Рахим, Я Хайю, Я Кайюм и другие имена. Каждое имя и каждый атрибут Всевышнего Аллаха, они имеют свои влияния и свои глубокие смыслы.
Одна из прелестей творения Аллаха заключается в том, что все работает согласно определенной системе. Солнце восходит каждый день в назначенное время и не минутой раньше или позже. Когда оно садится, Луна занимает свое место и остается на небе до ранних часов рассвета. После каждой ночи наступает день, и у галактик тоже есть своя собственная система. Небесные тела находятся на четко определенных орбитах, и внутри них нет никакого хаоса. Это происходило в течение миллионов лет с тех пор, как Аллах создал Вселенную. Пятое – это изучение знаний. Знание, религиозное знание, чтобы узнать свою религию. И это знание своей религии, это укрепляет связь с Всевышним Аллахом и укрепляет иман. Шестое – это кружки зикра или кружки фикха. Это как бы урок по изучению религиозных знаний или кружки поминания Всевышнего Аллаха, или кружки или посещение собраний, где читает проповедь и слушает внимательно. И седьмое – это совершать благие поступки, постараться совершать помимо обязательных молитв, сунна молитвы, и читать азкары, читать аврады, и тоже стараться соблюдать хороший нрав, вести себя хорошо, проявить хороший нрав с соседями, в общем, всеми людьми, которые он встречает по своей жизни. И постараться помогать слабым, бедным людям. И каждый день намериться помочь хоть одному мусульманину или мусульманке. И каждый день вот такие намерения сделать. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто решит совершить благое дело, но не совершить его, Аллах запишет у себя совершение целого благого дела. Если человек решит совершить благое дело и совершить его, то Аллах запишет ему у себя завершение от 10 до 700 и многим более добрых дел». Размышление о смерти. Размышлять о смерти, что мы всего лишь путники временные в этом мире, и нам в конце все равно придется уйти с этого мира на вечный мир. И о том, что там будет спрос за содеянное и воздаяние за благое, и размышлять об этом почаще. Это тоже очень размышление о смерти помогает укреплению имана. Девятое – это размышлять о знамении Аллаха вокруг себя, как, например, неживые и неразумные планеты, которые крутятся во Вселенной. Вот мы знаем, наша планета Земля находится в галактике, как называется, Млечный Путь. Вот это в нашей галактике, как нам говорят ученые этой области, есть миллиарды звезд. Среди этих миллиардов звезд наша Солнечная система и наша планета Земля. И, как мы знаем, вокруг каждой звезды есть свои планеты, своих планет есть свои спутники. И каждые эти небесные тела, они все плывут, как бы ходят по своим орбитам. И мы знаем, что они не живые, и у них нет разума, у них нет души, но все они, только Всевышний Аллах знает, сколько времени этой Вселенной, но они не сходят со своей орбиты, и точно по своей орбите они сходятся и не сталкиваются, и не расходятся. Это очень помогает, это размышление над этим, нам укреплять иман и узнать величие Всевышнего Аллаха. Каждое тело состоит из маленьких клеток, которые видно только под микроскопом. Раньше ученые думали, что вещь, если такая маленькая, то она так бы незначительна и ничего там не содержит. А сейчас они говорят обратное.
тем меньше вот эта вещь, вот, например, вот эта клетка, она больше, сложнее его структура, его содержание, и там находятся целые лаборатории, заводы, можно так назвать, чтобы понятнее было. И из одной клетки в итоге человек тоже происходит. Вот вначале он бывает одна клетка. И эта клетка содержит в себе такую информацию, что человек, как бы, как мы знаем, состоит из разных же материалов. Вот твердые кости, вот эластичная кожа, вот ногти, вот глаза, зубы, вот кровеносная система, вот, ну, разные, мы много можем перечислить, но это все вырастает из одной клетки. А эта клетка в себе содержит вот эту информацию изначально. Если бы нам сказали, что вот дом, этот мечеть, в котором мы находимся, этот изготовлен из одного материала, это же невозможно было бы. Здесь же разные материалы. Здесь есть и дерево, и железо, и пластик. Но человек тоже из разных материалов, но его содержание исходит из одной клетки. Вот это тоже размышление над творением Всевышнего Аллаха очень помогает для укрепления имана. Вера в сердце человека не остается одинаковой всегда. Время от времени меняется ее крепость в сердце человека, уменьшается или увеличивается, и это зависит от поступков, которые мы совершаем, и от тех дел, которым посвящаем свою жизнь. Избегать харама, совершать добрые дела – вот прямой путь, чтобы укрепить иман и поселить в своем сердце свет веры. Возникает вопрос, как и еще как укрепить иман. Мы совершаем намаз, но потом думаем иногда, я делал ли намаз или нет, потому что намаз проходит не думая. Потом поймаем себя на мысли, что мы слабеем каждым днем вот, насчет имана, слабеет наш иман. И проповеди тоже нас не берут. И мы знаем, что что-то с нами происходит. И что нам сделать еще, помимо этого, чтобы укрепить наш иман? Насчет этого пророк, алейхиссалату вассалам, говорит в своем хадисе: «Саласу ман кунна фихи ваджада халават аль-имани, ан якуна Аллаху ва расулу ахабба илейхи мимма сивахума, ва ан юхибба аль-мар'a ла юхиббу илля лиллахи, ва ан якраха ан яуда фил куфри, кама якраху ан юкзафа финнар». В этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, если в человеке будет вот эти три качества, то он почувствует сладость имана. Мы же знаем, что сахабы были испытаны. Они прошли очень тяжелые испытания в свое время. Хорошо, что нас Аллах так не испытывает, то мы сломались бы, мы не могли бы это испытание пройти. Пророк говорит, если тебе любимый Всевышний Аллах и пророк от всех остальных, вот тогда ты почувствуешь вкус, это сладость имана. В общем, человек должен думать и смотреть во всем, что он делает и думает, делаю ли я это ради Аллаха, будет ли надо мной доволен пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будет ли это правильно в шариате или нет. И это правило должно быть у человека номер один. Второе качество, которое укрепляет иман, и ты почувствуешь вкус имана, пророк говорит, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы мы любили брата по вере только ради Аллаха. Чтобы мы дружили только ради Всевышнего Аллаха. Это честное братство. К сожалению, некоторым это так не хватает в наше время. Ты должен как бы его любить, как бы уважать не из-за того, что
у него есть какой-то авторитет, или у него есть какие-то привилегии, или у него есть богатство, и подумать, я похожу с ним, подружусь с ним пару месяцев, а так потом что-то получу, выгоду от него, а потом его оставлю. Вот это не искренняя дружба. Ты должен дружить с братьями только ради Всевышнего Аллаха. И алимы говорят, иман укрепляется, если находиться с братьями, которые лучше поклоняются Аллаху, чем ты. Пророк, алейхиссалату вассалам, в своем хадисе говорит: «Аль-мар'у аля дини халили, фалянзур ахадакум ман юхалил». Человек исповедует религию своего друга, и поэтому пусть каждый из вас обратит свое внимание на то, с кем он дружит, и ради чего он дружит. Третий пункт, как сказано в хадисе, не желать вернуться и пасть в неверие так сильно, как бы ты не хотел, чтобы тебя бросили огонь. Вот представьте, вы просыпаетесь утром, и вы довольны, что вы мусульмане. И вы благодарите за это Всевышнего Аллаха, и вы радуетесь к этому, что вы мусульмане. Вот что может быть лучше этого? И мы можем спросить себя каждый, вот когда мы последний раз, просыпаясь утром, говорили «Алхамдулиллах» и радовались, что Аллах нас создал мусульманами, и мы мусульмане. Вот это же самый большой неамат, что может быть в этом мире. Это спасение нашей вечной жизни. Насчет этого, насчет вечности, большой алим в нашей умме имам Газали говорит в своей книге: большие праведники очень боялись слова «вечность». Мы просто не думаем об этом. Вот он приводит пример. Если бы обитателям ада, которые туда попали навечно, им бы сказали, что какая-то птица со своим клювом перенесет вот всю землю, которая находится на планете Земля, приходя через каждые 100 тысяч лет, вот со своим клювом. Сколько времени должно было пройти, это мы не можем даже посчитать. Вот если бы так сказали вот этим обитателям ада, то из-за радости, что вот хоть тогда мы выйдем оттуда, из-за этого радости они не почувствовали бы муки ада. Вот такая страшная вещь, вот эта вечность. Вот поэтому мы должны всегда радоваться и благодарить Всевышнего Аллаха, что Он нас создал мусульманами, что им мусульмане. Да укрепит Всевышний Аллах наш иман, и пусть Аллах делает нас из обитателей рая. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.